Уважаемые телезрители канала «Ингушетия», сегодня в программе «Территория согласия» интервью с Валерией Михайловной Пороховой. Иман Валерий. Вот этот выпуск журнала «Женщина и политика» рассказывает об удивительной россиянке, о нашей современнице, которые делают международную политику в мировом масштабе и защищает гуманный имидж ислама. Саляму алейкум, рахматуллахи ва баракату. И во-вторых, мне хотелось бы начинать сразу ответ тоже без бисмилля, потому что я без этого выражения никогда не начинаю ни одно из своих выступлений. Так что бисмилля рахман рахим, альхамдулилля рабби алямин. Огромное спасибо, Валерий Михайлович, что вы пригласили нас. И первый вопрос к вам. Понятно, что вы отстаиваете честь аутентичного ислама. Сегодня вы защищаете имидж России, в том числе, когда выступаете в Европе на ОБСЕ, когда даете толкование всем экстремистским течениям, которые есть отклонения от изначального вероучения пророка Магомеда. Первый вопрос к вам, Валерий Михайлович. Недавно сенатор Полонкоев пригласил ведущих экспертов, создав экспертно-аналитический клуб «Стратегии», где вы имели честь выступать и, так сказать, дискутировать. Какое у вас впечатление после заседания на этом клубе? Что касается вот этого клуба «Стратегия», мне очень понравилась целевая установка этого клуба. То есть для того, чтобы отделить, как говорится, зерна от плевен. Почему? Потому что сейчас очень многое идет под маской ислама. Очень много идет под именованием ислам. А там ислама нету даже близкого запаха. Никакого абсолютно. Поэтому мы должны сейчас, хотелось бы поговорить о том, что есть ислам. Вы помните, в Третьяковке висит замечательная картина художника Ге, где стоит человек и вопрошает, что есть истина. Вот мне бы хотелось именно этим заняться. Что есть ислам? Ислам – это наименование самого последнего Господнего волеизъявления. Я не хочу называть это религией, потому что религия – это структура, построенная на вере в Бога, а я хочу говорить исключительно о вере в Бога. Если все религии в себе несут название своих явителей, например, пришел Будда, и религия была буддизм, пришел Заратуштра, и религия называлась зороастризм, пришел Муса, Моисей, по Иудову колену, религию означили как иудаизм, Иисус Христос – христианство, и единственная вера в Бога, которая не омрачена именем явителя, это ислам. Это концептуальное имя. Если мы рассмотрим, что означает слово «саляма» без огласовки, то это переводится на русский язык как мир, спокойствие, безопасность. И замечательно пишут французы: чистота намерений вплоть до хорошего вкуса. Вот так расшифровывается слово «ислам». И это вот, часто говорят, как покорность, говорят, что это покорность, тут немножко покорность мы должны отделять от смирения. Это покорность воле Всевышнего. Это не означает покорность нечто другому. Исключительно покорность воле Всевышнего. Это говорит о том, здесь можно расшифровывать это как исполнение запретно-заветной канвы. Вот что такое покорность в вере в Бога. Когда вы исполняете, что вам наказано, и когда вы не исполняете то, что является недозволенным. Валерий Михайлович, тогда получается прямое пересечение с Гефсиманской молитвой Иисуса Христа, когда он завершает ее словами «Да будет воля твоя». Да будет воля твоя. Это замечательно. Это совершенно замечательно. Вы заметили, почему? Потому что Иисус был укреплен Духом Бога, и в Коране об этом говорится очень сильно, и я укрепил его Духом Своим и дал ему Слово Свое. Поэтому прямая речь Иисуса для каждого мусульманина – это абсолютная истинность. Это очень важно понять, потому что, коль сколько Коран говорит, и мы послали Мусу, Иису, сына Мариам, чтобы истинность закона Моисея утвердить. Это очень важно. То есть миссия Иисуса Христа чрезвычайно высока. И мы должны понимать, что это уста Господни и то,
кто был укреплен Господним Духом, как говорится в Коране. Огромное вам спасибо, Валерия Михайловна. Еще хотелось бы уточнить такая красивая поэтическая трактовка того, что ислам также можно перевести как чистота намерений. Да, вот, правда, Да, безусловно. есть одна из сун такая в Коране, что когда правоверный молится Аллаху, Аллах не слышит его слова, он слышит его намерение в сердце. Да, и более того, даже говорится в исламе очень важная вещь, что Всевышний будет судить человека не только за содеянное, но и за то, что он намеревался сделать, но какие-то технические обстоятельства не дали ему это сделать. То есть если у человека были благие намерения, но какие-то обстоятельства ему не позволили их осуществить, Всевышним это будет оценено, как будто это совершенная добродетель. Огромное вам спасибо. Это вы знаете, намерение. вот в докладе Ивашова, который прозвучал первый как программный доклад на клубе «Стратегия», Леонид Григорьевич отметил, что основой, как ему видится, мировоззренческой основой будущей геополитики России, это диалог между исламом и христианством. Что можете сказать вот по этому пункту? Действительно, каковы перспективы этого диалога? Как его реально можно сегодня, на основании каких ценностей вести? Как вам видится это? Ну, во-первых, Россия никогда не страдала какими-то религиозными, предположим, баталиями, религиозными разногласиями и так далее. Первый перевод Корана был сделан указом Петра Великого: повелеваю перевести Коран. Также повелевала перевод Корана и Екатерина II. И более того, наш император Николай II встречался с ханом Бухарским дома у себя во дворце на завтрак. Мы знаем, что ужин – это протокол, обычный протокол, а завтрак – это интимное. И вот император позволял себе вот такую замечательную вещь, как приглашение бухарского эмира к себе на завтрак. Это очень много, потому что когда меня пригласил на завтрак президент Объединенных Арабских Эмиратов или там президент Ирана, для меня это была самая большая честь, потому что это был не протокол, а это было вот желание понять, услышать, осознать и так далее. Это, наверное, и есть диалог. Это и есть диалог. Открывается сердце, да? Это и есть диалог. Понимаете, поэтому, но вы понимаете, этому сотрудничеству, этому благочестивому сотрудничеству, кстати, мне сейчас приносили замечательный проект, есть такой международный проект, такая скатерть, где крупнейшие люди нашей страны, и это пишут пожелания. И вот как раз они мне попросили написать пожелания, что бы мне хотелось видеть в рамках вот этой территориальной общности. И я написала: я хочу видеть ислам и православие в добром и благочестивом сотрудничестве во благо Родины. Огромное вам спасибо. В принципе, это кредо нашей программы «Территория согласия». Глава Республики Ингушетия Евкуров Минзбек Баматгиреевич как раз сейчас выступил с инициативой создания фестиваля «Башня согласия». Вы знаете, что ингуши, один из аутентичных переводов этого этноса, это как народ башен, потому что башни были одновременно укрепительными сооружениями. Вот. И вот эта скатерть как территория согласия, можно сказать. Я думаю, что да. Мы бы очень хотели почему нет? заснять Конечно. в нашей программе, просто как знак, можно сказать, флаг территории согласия. Следующий вопрос, немаловажный. Понятно, Валерия Михайловна, что сейчас идет напряженно, как вот Хантингтон сказал, конфликт цивилизаций, да, противостояние идеологии. Хантингтон, да, это человек исключительно агрессивный, исключительно, мне безумно не нравится его инициатива, почему она идет к абсолютнейшему противостоянию всего, что есть в мире. Потому что если это не только ислам и православие, это противостояние всех культур. Это война всех против всех. Это война всех против всех. Поэтому, конечно, мы не должны идти на поводу. И мне очень понравилось, когда после Хантингтона в Совете Безопасности выступил Мухаммед Хатами, бывший президент Ирана, исключительно такой аристократичный, очень интересный человек, высочайший, образованный, потому что его встретили бурными аплодисментами, люди встали, когда он выступил и закончил свое выступление. Он противопоставил Хантингтону диалог цивилизаций.
Если тот говорил о войне цивилизации, он противопоставил именно понятие диалога цивилизации. Вот мне кажется, это была очень мудрая инициатива, почему-то она была где-то потеряна действительно в стенах Совета Безопасности. А вот ее как раз хотелось бы возродить, дать ей дыхание, дать ей возможности, обязательно как-то ее материализовать на практике. Ну, я думаю, что как раз территория согласия – это как раз та площадка и то место, где этот диалог может быть осуществлен. Иншаллах, иншаллах. Надо дать обязательно шанс этой инициативе. Обязательно дать шанс. Валерия Михайловна, в этой связи хотелось бы ваше экспертное мнение, действительно как богослова, как человека, который знает не просто арабский язык, а канонический, да, на котором написано Аран. Фусха. Нет, на этот арабский язык не может претендовать ни один носитель даже арабского языка. Я вошла, когда я приехала в Сирию, я вошла в очень высокообразованную, мне очень повезло. Во-первых, меня очень хорошо приняли родители, а потом я вошла в очень высокообразованную среду. Это была университетская среда, это были все выпускники западных университетов, врачи Германии, выпускники Франции и так далее. Мне было с ними чрезвычайно интересно. И вот как раз вопрос сложности языка. Правда, я общалась больше на английском. Разговорный арабским я владела сразу. Почему? Потому что я прожила там 9 лет. Мне приходилось делать покупки, мне приходилось выяснять отношения, когда Мухаммед был, например, в какой-нибудь другой стране, мой муж. Мне приходилось все делать самой. И еще иметь на руках 2 детей, 2 сыновей. Поэтому, конечно, на уровне разговора я арабский знала. Говорить о знании языка фусха не может говорить даже выпускник московских университетов, факультетов арабского языка. Они знают тот арабский язык, на котором говорят. Это то, и который практикуют. Но сказать, что вот я могу вам сказать с полной ответственностью, что сесть, открыть Коран и начинать читать Коран с пониманием, ни один выпускник арабского факультета, ни одного вуза мира не сможет. Это претензии, я говорю об этом очень громко, я об этом заявила и в Вене, я об этом заявила в Лондоне. Не могут они говорить о том, что они, понимают, читают Коран с пониманием. Нет, они читают тафсиры. Тафсиры бывают самые разнообразные. У нас, например, в библиотеке в Дамаске, в доме, не меньше 6 авторов. У нас и доктор Зухейли, последние 16 томов тафсиров. У нас, естественно, Ар-Рази, у нас Аль-Куртуби, у нас Ат-Табари. У нас большой... И когда мне что-нибудь не ясно, и я спрашиваю у моего свекра, который является очень большим шейхом этого региона, он сразу открывает не Коран. Я к нему иду с открытым Кораном и говорю, вот сура и вот ая, стих, а он открывает. Сразу берет тафсир, такой-то том, и открывает такую-то суру, такой-то стих и переводит мне. Вы понимаете, потому что смешно говорить, я могу продемонстрировать на любом арабе вот ту истину, которую я сейчас говорю. Не читают они Коран с пониманием на арабском языке. Ну вот в этой связи, как к вам, как высококлассному, действительно элитарному эксперту, потому что богослов – это человек, Божьей милостью отмеченный, вопрос по поводу ваххабизма. Можем ли мы его каким-то образом причислять к аутентичному исламу? Нет, конечно. Но кто такой был шейх Мухаммед Абдуль-Вахаб? Это был, во-первых, конец XVIII века. Что было в конце XVIII века? Арабы развратились, так же, как в свое время развратились христиане. Это все религии имеют одну и ту же, в общем-то, программу развития. Начинается с очень ортодоксального направления, а потом либерализируется, демократизируется, и в конце концов они приходят уже к тому, с чего начинали, к какому-то странному язычеству. То же самое к XVIII веку, к концу XVIII века арабы развратились, стали вести уже неправильный образ жизни, и пришел шейх Мухаммед Абдуль-Вахаб. У него была прекрасная идеология, но за прекрасной идеологией стояла очень жестокая, очень кровавая
и очень такая жестоковыйная стратегия. То есть так, как пострадали сами мусульмане от шейха Абдуль-Вахаба, наверное, все другие пострадали меньше. Намерения были хорошие, но как они превращались в жизнь, может быть, у Сталина, может быть, у Гитлера тоже были хорошие намерения, но мы смотрим на плоды намерения. Вы понимаете, поэтому плоды были страшно жестокие, очень кровопролитные и очень такого уровня, что сейчас практически арабский мир отказался от идеологии шейха Абдул-Вахаба. И единственный островок, единственная страна, которая стоит особняком, это Саудовская Аравия. Она исповедует идеологию шейха Абдул-Вахаба, которую назвала саляфи. Вот, и это единственная страна, которая, говорится, приверженцы этой идеологии. Ваххабизм ни в коем случае не должен быть экспортирован на другие территории. Мало того, что эта стратегия и эта идеология рассчитана исключительно на арабский менталитет, исключительно на необразованного араба XVIII века, исключительно географически, исключительно изолированного. Поэтому ни одна религиозная доктрина, ни одна духовная доктрина не должна импортироваться на другие территории. Для высокообразованного россиянина с университетским образованием, у нас очень образованная публика, эта идеология абсолютно не годится. Почему? Потому что она разваливается на глазах, как только мы начинаем смотреть, что она из себя представляет. Вы понимаете, это очень агрессивная, очень жестокая и расположенная именно к военным действиям доктрина. И мы ни в коем случае мы должны отдать ей отпор. Причем мне нравится, как другие страны справляются с этим. Когда они выходят на людей, исповедующих эту доктрину, предположим, они их просто выселяют из страны. Так делают англичане, так делают французы, так делают немцы и так далее. Так сейчас начали делать казахи. Это позиция безопасности страны. Это вопрос исключительно безопасности страны. Абсолютно. Вы понимаете, дело в том, что Коран категорически запрещает убийство и категорически запрещает агрессию. И звучит коранический текст: «Сражайся за Господнее дело лишь с тем, кто борется с тобой. Дозволенного край не приступай. А если враг твой прекратил войну, оружие сложи». Там категорически не разрешается. Дальше, более того, Коран запрещает сражаться на чужой территории. Вы понимаете, в чем дело? Сражаться вы можете за Господнее дело только в границах своей страны. Когда вы сражаетесь в границах чужой страны, которая не имеет к вашей стране никакого отношения, более того, которая исповедует другую религию, то это страшный грех перед Кораном. Почему? Потому что они говорят, что мы, кто не извели им Тору, в которой правый путь и свет, по ней судили иудеев те пророки, что Господу всем сердцем предавались. И мы послали сына Иисуса, сына Мариам, и с ним Евангелие, в котором правый путь и свет. Вы понимаете, в чем дело? Коран настаивает на свободе волеизъявления той религии, которая была послана народу. Как откровение. Как откровение. И переходить границы вашей государства, вашей страны на чужую страну и нести свои ценности категорически не дозволено кораническим писанием. Зовите к Богу мудростью и красотой вещаний и убеждайте несогласных мягкостью речей, а коли они вас не поймут, скажите: мир вам, и уходите. Ни в коем случае не разрешается сражаться. Более того, и не убитые душу, что Господом твоим освящена была, и убийство одной единственной невинной души – это уже смертный грех, это уже око за око. И когда происходят взрывы и погибают невинные люди, о каком исламе может идти речь? Это не ислам. Никакого отношения к исламу не имеет. И мы должны это очень громко заявить. Убийство, когда человек убивает одну невинную душу, тем более осуществляет взрывы, он перестает быть и мусульманином, и христианином,
и иудеям. Да и просто человек. Это человек вне Да. духовной культуры, вне Господнего Духа. Да. Поэтому, когда что-то выдается за ислам, что это ислам, это просто безобразие, которое должно быть осуждено, должно быть казнено. И такой человек должен привлечен к суду, и ничего меньше. Он убил, и око за око, зуб за зуб. Ни Евангелие, ни Коран, ни Тора еще не отрицали. Просто мир все время девальвирует и, как говорится, make challenge, вот наносит вызов, приносит вызов всей международной культуре, всем международным ценностям, библейским ценностям. Мораторий на смертную казнь. Христианская Европа ввела мораторий на смертную казнь, на то, что запрещено Богом. Око за око никто не отменял. Смертный грех в виде мужеложества узаконен. А это смертный грех по Библии. Да. Вы понимаете, в чем дело? То есть происходит на наших глазах, у верующих людей, на глазах верующих, происходит мощнейшая девальвация, надругание над Господними ценностями. Понимаете? Поэтому и когда ваххабизм выдается за ислам, мы должны занять очень непримиримую, жесткую позицию. Убийца должен быть арестован и предстать перед судом. Вот и все. Да. Мы с вами абсолютно согласны. Это вопрос безопасности, и это вопрос безопасности защиты гуманных человеческих ценностей. Безусловно. Цивилизации, защиты цивилизации в целом. Безусловно. Валерия Михайловна, вот следующий вопрос такой, немножко, чтобы нам сменить действительно тему и вот подумать о том, что нынешний год объявлен годом культуры. И в свое время, вы помните, Александр Сергеевич Пушкин, когда написал своего знаменитого пророка, да, и он в грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, сияющий огнем, во грудь отверстие водвинул. То есть, насколько вот этот текст с какими-то сурами Корана соотносится, можем ли мы простить вот такую вольность поэтическую Пушкина? Нравится ли вам это стихотворение пророка? Мне нравится не только это стихотворение, мне нравится и дальше. Стамбул отрекся от пророка. В ней там правду Божьего пророка лукавый Запад заменил. Вот это очень интересно. Это тоже Пушкин. Да. И тоже Пушкин: люби сирот, и мой Коран дрожащей твари проповедуй. Красиво. Говорят, Подождите, а если мы возьмем Бунина, у Бунина еще интереснее. У Бунина великолепно идет текст. Сейчас я вам его зачитаю. Как же он сейчас... Кстати, вот пока на вы секундочку. вспоминаете текст Ивана Алексеевича, это же наш... Проклят тот. Да. Вот Иван Бунин. Да. Проклят тот, кто велений Корана не слышит, кто угас для молитвы и битв и не дышит, как бесплотный гиджаз. Это Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии литературы. Это краса русской литературы. Проклят тот, кто велений Корана не слышит, кто угас для молитвы и битв. Да, вот это, красиво. пожалуйста, и бит. А у Гёте на восток отправься дальний, да, где без боли, значит, смертный вел беседу с Богом, обретал без мук, без боли свет небес в земном глаголе. Это Гёте, западно-восточный диван. То есть как аристократия мира, вся аристократия мира трепетно относилась к исламу. Да. И понимала ценность. Кстати, уважаемые телезрители канала «Ингушетия», мне хотелось бы сказать, что президент Татарстана Минтель Мишамиев в свою бытность, когда на форуме международном Валерия Михайловна принимала участие, назвал Валерию Михайловну национальным достоянием России, и более того добавил такие слова, что Валерия Михайловна – это капитал России, это, безусловно, духовный капитал, и это самые главные инвестиции, которые может сделать человек, это действительно инвестиции в благочестивую деятельность, потому что это будет возблагодарено небесами. Валерия Михайловна, огромное спасибо, что вы внесли такой и вносите, продолжаете вносить вклад вот в диалог цивилизации, в диалог ислама и христианства. И мне хотелось бы также сказать, уважаемые телезрители, что все должны это знать, но, впрочем, это вы можете найти и в Википедии, и во многих других информационных носителях, что Валерия Михайловна Порохова выдвигалась на Нобелевскую премию мира в 2005 году. В числе 1000 самых влиятельных и самых distinguished, сейчас переведу, самых выдающихся и блистательных женщин планеты. Женщин планеты. То есть мы должны быть горды тем, что Валерия Михайловна наша современница. И продолжая тему культуры, мне хотелось бы отметить, что вот
«Тысяча одна ночь», арабские сказки, да? Да. Вот Шахерезада беседует с Шахрияром, задает ему вопрос: знаешь ли ты, чем питаются ангелы на небесах? И потом, когда он не может ответить, она говорит ему о том, что ангелы на небесах питаются хвалой Аллаху. Вот это все-таки светская культура. Как мы можем ли мы все-таки рассматривать некоторые сказки «Тысяча одной ночи» как душеполезные и как коррелирующие с посланием Корана? Но я считаю, это безумно красивая вещь. Вообще сказки это всегда... Сказки это высочайшая мораль. Ведь сказки, именно через сказки открывается весь такая большая система ценностей. Именно через сказки. Вот сколько я себя помню, мне мама с детства читала пушкинские сказки, которые я сейчас знаю наизусть. До сих пор, вот я могу читать пушкинские сказки наизусть. Ну, вообще, у меня память хорошая, могу читать. Знаете, я даже 4 часа читала стихи наизусть. Это самая божественная мудрость. Вы знаете, сказки, да, в них божественная мудрость, в них очень красиво все изложено, причем очень ненавязчиво, и еще на молодой, юный, еще не циничный, еще очень такой свежий ум, они ложатся целой такой большой палитрой вот таких моральных ценностей. Причем они настолько красивые, они разноцветные, они все разными бликами блистают, сияют. Поэтому, мне кажется, да, и каждый эпос и культура мира, вот вы в Ингушетии никогда не были, Мария Михайловна? В Ингушетии я не была, я была в Грозном. Но мы очень хотели бы, чтобы вы обязательно посетили республику и ознакомились с эпосом ингушских сказок древних, вот, тем более, что вот недавно они были подарочным изданием изданы. Продолжая разговор о Пушкине, существует поверье, что Пушкин после чтения Корана сказал, что, может быть, там не так много философии, но зато какая поэзия. То есть он оценил Коран как поэт. То есть, как у Гёте есть высказывание, чтобы понять поэта, надо вступить в его область. Что вы можете сказать? Действительно, суры Корана, они написаны поэтическим образом? Да? Ну, во-первых, стихосложение, вот мне очень нравится оценка Артура Артбери, это лорд, который перевел Коран на английский язык и который написал, что стихосложению Корану нет равных в мире. Мармадюк Пикхол тоже лорд, и тоже перевел Коран, который сказал, что красота этого текста доводит до абсолютнейшего, это симфония звуков, и это доводит до обильных слез умиления, когда вы читаете этот коранический текст. Все знают, что стих Корана потрясающе красив. Вы понимаете, мне всегда хотелось, вот вы понимаете, красота коранического стиха. Вот очень жалко, что Пушкин не владел арабским и близким, даже не арабским, а близким переводом, близким к тексту, чтобы он мог его изложить, потому что вот если бы даже был очень хороший перевод, который открыл бы целые вот эти глубинные истины Корана, то я представляю, что с этими глубинными истинами сделал Пушкин. Он же бы сделал просто потрясающее, это было бы что-то потрясающее, потому что, конечно, ну популяризация нет, не популяризация, но это было бы, это было бы такие блески поэтические, он мог бы. Я думаю, что он бы сделал из этого шедевра, если мой вот совершенно скудный, ну я, вы понимаете, да, не на миллионную часть не могу претендовать, достаточно скудный стих, и сейчас людей приводит к этому. Как мне сказал журнал «Русский мир», который руководил Никон, да? Никонов, да? Да. Фонд «Русский мир», путинский. Да, они же сделали, вы знаете, какую огромную работу? Боже мой, я вам покажу. Они сделали 4 диска. Они сделали такое электронное обеспечение текста. И сопроводили очень красивым текстом, что они пишут, что это, наконец, в 21 веке появились хотя бы какие-то эти пушкинского стиля. Так очень высоко ценили. Мы очень попросили, я вам покажу для наших диски. Телезрителей какие-то любимые ваши суры с вашим переводом, если можно. Ой, ну, нет. хотя бы одну какую-то суру вот, из Корана, что вот вам, может быть, вы читаете более часто. Вы знаете, что мне нравятся многие суры, но, во-первых, мне некрасивая фонетика арабского языка, я объясню почему. Потому что я думала, почему у меня фонетически идет сложно.
Оказалось, что я принадлежу к романо-германской группе, и органы артикуляции у человека рассчитаны на тот язык, в котором он рождается. Это очень интересно. Вот, например, англичане рождаются с языком между зубами. Да, потому что это определенный артикль вот, предусматривает такое расположение языка. Вот. Русский рождается с кончиком языка на альвеолах, на верхних бугорках, над верхними зубами, ну и так далее. Понимаете, арабы рождаются с языком, который чуть углублен назад. Почему? Потому что у них вот эти горловые «ка», «па», «да». Вот это «д» должно быть, оно должно быть «да». Понимаете? И мне, конечно, я на арабском, поэтому не люблю читать вслух. Вот доклад на сессии ОБСЕ делали на английском? На английском, да, yes. Да, да, конечно. Да. Это мой язык, у меня очень хороший. Они не верят, что я... Это мой язык, я очень хорошо пишу и говорю. Германская группа, это ближе к вам. Ну тогда может быть какой-то перевод из СУР, то есть вот что-то... Перевод из СУР можно, да. Я люблю, знаете, какой? Я безумно люблю. Это молитва, которая висит у меня в большой комнате, в подарочной. Да. Вот такая большая. «И не возложит Бог на душу груз, что больше, чем она поднимет. А купит доброе он ей сполна накажет за дурное. Моли его, владыка наш, не положи на плечи мне тот груз, поднять который нету мочи». Вот я считаю, лучшей и совершеннейшей молитвы в мире нету. Я молю Бога, чтобы Он мне не дал тот груз, который я не вынесу, и под которым я согнусь и уйду из этой жизни. С другой стороны, в этой же молитве и малый груз тоже мне не нужен. Он должен соответствовать моим способностям. Да, конечно. И вот эта молитва, мало того, что я постоянно ее повторяю, и она у меня висит везде, где только можно ее повесить. Да. Вот. Вы знаете, вот знаменитое высказывание, афоризм матери Терезы: «Господь, ты всегда посылаешь столько испытаний, сколько душа способна выдержать, но иногда, я думаю, ты излишне доверяешь мне в этом вопросе». Вот, то есть она тоже пошутила на эту тему. Валерия Михайловна, следующий вопрос. Вот вы говорили о том, что экс-президент Ирана вот выступил с инициативой диалога цивилизации. И да, это, Мухаммед Хатами, да, Аятолла Мухаммед Хатами. Это ему позволено было, поскольку он из семейства пророка, вот, носить темный черный тюрбан и вот эта черная абая специально скроенная, да. Я с ним встречалась лично, естественно. Он мне наградил самой большой наградой мусульманского мира, которая называется Хаддам аль-Коран аль-Карим, служитель священного Корана. Служитель священного Корана. Это очень грандиознейшая награда, у нее очень красивый диплом, огромный, кожаный, я вам покажу. И золотые монеты. В общем, вы знаете, что... Он не знал, какого числа я родилась или когда я родилась, но монет оказалось 14, а я родилась 14 числа. И самое интересное, у меня везде в годе рождения, в месяц рождения, в числе рождения везде вот эта единица и четверка, единица и четверка, единица и четверка. Вы представляете, как у меня это оказалось? Провидение Господне. Провидение Господне, я тоже вижу в этом providence. Ну что ж, тогда, уважаемые телезрители, хотел сказать, что мы очень рады, что в 2014 году, в Год культуры, на телеканале «Ингушетия» появится замечательное интервью с Валерией Михайловной. Симан Валерия. Я очень люблю мое имя, которое звучит следующим образом. Иман Валерия. Хорошо. Ну, Порохова дальше. Да. Иман Валерия. Вот как вы думаете, сегодня практически, каким образом мы можем все-таки противостоять этому экспорту экстремизма, имя которому ваххабизм или какие-то иные... Не допускать. В границах страны, не допускать. Очень жестко следить за этим. Прослеживать. Ну вот эксперт клуба «Стратегия» Анатолий Александрович Вассерман, он сказал, что одним из правильных, наверное, и симметричных ответов было это в медресе и в духовных школах мусульманских учить аутентичному исламу. То есть, традиционному исламу, да. Я заменю аутентичному, потому что люди могут не понять, это у нас калька английская. Вот. Это гуманный ислам. Традиционный ислам, тот, который должен... Это как та идеология, которая низведена Всевышним, которой мы должны следовать. Безусловно, это коранический ислам, лишенный всякого вторжения, любого вторжения. И сунна пророка,
Суна пророка, главные компоненты суны – это то законодательство, которым мы должны овладеть. Оно не такое большое, не такое серьезное. То есть мы им овладеваем достаточно легко, исповедуем его. Все, что выходит за рамки дозволенного, все, что выходит, мы должны противостоять, причем очень жестко. Очень жестко. Здорово. И это будет исполнение воли Господа. Это будет исполнение воли Господа. Мы не должны пускать недругов в нашу страну. Зачем они у нас возбуждают вот эти страсти религиозные? Нам это не нужно. В России никогда этого не было. В России этого не было. У нас не было ни национальных, ни религиозных страстей. Кстати, ни до революции, ни после революции. Ага. Вот такой вопрос. Он, может быть, немножко такой сложный, но тем не менее. Когда-то Умберто Эко, знаменитый итальянский писатель, написал книгу свою «Имя Розы», где он исследует труд Аристотеля «Происхождение смеха», сюжет о том, что смеялся ли Христос и есть ли юмор вообще в Евангелии. Да? Есть ли юмор в Коране? Вы понимаете, в Коране есть не юмор, там есть потрясающие притчи, которые заставят вас и улыбнуться, когда это нужно. Там потрясающие притчи, которые несут такую большую нагрузку, что вы можете ее и вот под таким углом рассмотреть, и под таким углом рассмотреть. Вам будет очень радостно, вы захотите улыбнуться обязательно. Потом, что я вам хочу сказать, очень важно. Коран запрещает уныние. Коран строго запрещает уныние. Уныние на лице человека – это значит, что вы недовольны, вы ставите претензию к Богу за создавшиеся обстоятельства, которые вызывают у вас уныние. Вы понимаете, когда я помню, это были самые тяжелые времена, это Дудаев был президентом Чечни, я приехала к Дудаеву. Он захотел очень сильно, мы к нему приехали, у меня прекрасное видео. Сидит Дудаев, и сижу я напротив. Я, наверное, единственная, которая осталась вот хранителем такой пленки. Мы с ним разговаривали. И вы понимаете, когда я приехала туда, ну, значит, я после Дудаева в университете читала огромную лекцию, сидели ребята, уже отрастившие вот такие черные бороды. Вот, очень мрачные, все вот так, знаете, они сидят вот так чуть много. Я радостная, сияющая, читаю стихи Корана, говорю текст, читаю, и мне человек задает вопрос: Валерия, почему вы читаете стихи Корана и вы улыбаетесь? Я говорю, так я поэтому улыбаюсь, что я читаю стихи Корана. Я нашла путь. Я так счастлива, что я буду теперь всю жизнь улыбаться. А вот вы своим мрачным выражением лица, вот вы Богу возводите упрек, что Он создал те обстоятельства, с которыми вам приходится с трудом одолевать, и вы сидите недовольны промыслом Бога, и вы Ему посылаете упрек. Я говорю, это что такое? Категорически уныние запрещено Богом. Попали в автомобильную аварию, альхамдулилля, слава Богу, значит, это должно было быть. Потому что я бы не попала в автомобильную аварию, я бы была сейчас где-то в кинематографе. Я была хороша с собой и мечтала о кинематографе. Но вот там в пачке моя фотография, я уже танцевала в пачке. То есть и фотографии я была хороша, меня останавливали в метро и говорили, пошлите фотографии в Авгик. Вот в художественном проезде есть студия, они сами знают, как сделать фотографии, они нам пошлют. Идите туда. И если бы я не попала в автомобиль, то я бы была либо в кино, и была одна из миллиона неинтересных и совсем. Понимаете? И либо еще, либо балериной была бы, вон танцевала, ножки ровненькие, длинные. Понимаете? И это было совершенно другое. Вы понимаете? Но Господним промыслом было. И когда я сказала очень крупному богослову Саудовской Аравии, они все-таки хорошо ко мне относятся. Вот, ей-богу, не хотят печатать, но хорошо относятся. Они сказали, уберите вот этот комментарий, вот этот комментарий, вот этот комментарий, мы вас будем печатать миллионными тиражами. Но я должна была убрать эти комментарии и выйти замуж за гражданина Саудовской Аравии. Это 2 условия у меня было поставлено. Ну вот. Но не в этом дело. Я попадаю в автомобильную аварию, и угодой Бога я перевожу. И вот я с крупным богословом говорю, вот я перевела 1500 страниц, и, дескать, до сих пор у меня никаких денег. Ну, все, что здесь вы видите, это все Всемирная исламская торгово-промышленная палата, вы поняли. А никаких счетов у меня нигде нет, даже намека нет. Я русский интеллигент. У вас есть духовный капитал. Вот, да. я русский интеллигент. Но не в этом дело. Я говорю, Абдулла, ну как же это так? Вот я перевела 1500 страниц такого текста, который никто не может передать, и у меня ничего нету.
А он мне говорит, а вы ничего не перевели. Это дозволение Бога. Вы выполнили дозволение Всевышнего. И немедленно, услышав вот то, что я это рассказала, один чеченец написал немедленно стихотворение, посвятил мне целую оду «Твоя судьба, Аллаха дозволение». Вы представляете, я ему это рассказала, и он мне целую оду посвятил, Видите, очень есть красивым, такие действительно милосердные, талантливым. да, исповедники ислама, это очень здорово. Да. А правда ли, что есть одна из таких сур, может быть, я неправильно в переводе даю, что ты, то есть правоверный должен быть милосердным, и он должен всегда творить милостыню, а если ему нечем подать милостыню, он должен творить ее улыбкой. Улыбка. Да, это правда, да? Да, Такое? да. Это сунна пророка. Да? Сунна. Суна. Ну, Сунна – это высказывание пророка, хадис пророка, что если тебе нечего дать, дай доброе слово, дай улыбку. Садака называется, милостная. красиво Да, очень. Вот, да. кстати, хотелось бы тоже задать вам вопрос, что исповедник ислама, он должен совершать хадж, то есть если бы это пассивно. Если у него есть деньги. Если у него есть деньги, да? Если нет денег, нет. Не Вот. обязательно. Мгм. Он должен накормить здесь голодных. Мгм. Там оговаривается, сколько. Это 2 сура пророка. 2 сура Корана. Вы можете открыть и посмотреть, сколько нужно дать, чтобы не это. Можно попросить человека, который поедет вместо вас, если вы старый, уже у вас немощь, вы можете дать человеку, например, столько-то долларов и сказать, ты пойди вместо меня, и это принимается. А хадж совершают и мужчины, и женщины? Да, конечно. То есть никакого нету, так сказать? Нет, гендерного никакого разделения нету. Вы знаете, хадж – это очень тяжелая процедура. У меня было приглашение на хадж, выданное королем Саудовской Аравии. Вот. Но я не поехала тогда в хадж. Почему? Потому что Мухаммеду, моему мужу, не дали приглашение. И они как-то пытались, чтобы я стала гражданкой Саудовской Аравии много раз. Это не для... Вы поняли, да? Он говорит, вы понимаете, Валерий, вы должны развестись с мужем и выйти замуж за гражданина Саудовской Аравии. Я ему говорю, военному атташе, говорю, вы себе предлагаете? А он говорит, ну хотя бы, да. А что, я вам очень не нравлюсь? Я говорю, нет, совсем не нравитесь. Ребята, это вообще... Это надо было только... Это было 20 лет назад, я была хорошенькая. Я говорю, нет, мне совсем не нравится, вы не в моем вкусе. Вот. Но я поехала в Умру. В Умру. Но я ехала туда с депутатами Госдумы. Они меня взяли с собой, чтобы это было бесплатно. Вот. Я поехала с депутатами Госдумы. Но вы знаете, это такой experience. Это, подождите, по-русски. Опыт. Ну, значит, мы вообще можем на английском. Да, да, да. Это был такой опыт, что я вообще, когда приехала, я ходила сначала как... Мне казалось, что я на облаках. Мне казалось, это, вы знаете, было что-то... Я там познакомилась с огромным количеством немцев. Там немцев очень много. Немцы принимают ислам, французы принимают ислам. Все подряд принимают ислам. Без всякого намека на этнический ислам. Они принимают ислам. Ну как же, как у нас. Потому что они ищут подлинности. Они не хотят да, легализации а Рене браков. Генон. Да, да. Вот Рене представляете, Генон, конечно, я, да. вот, понимаете, как... Величайший интеллект, бриллиант просто вообще. Потом нас сбивают с толку. Вы понимаете, например, Рене Генон. Рене Генон, крупнейший философ, евангелист. Вы представляете, я смотрю, открываю телевидение по культуре, и идет, каким он был правоверным евангелистом, каким он был правоверным православным. Все. И закончилось оно, каким он был православным. И заканчивается, но, к сожалению, он умер, и последними словами были «Аллах, Аллах». За 15 лет до смерти он принял ислам, официально. Конечно. Дальше Кейт Мор, лауреат по-моему, себе в Нобелевской... супруге взял как из пророка, из семьи А вы знаете Роже Гради? Нет. Я была у него на дне рождения. Он принял ислам. Он меня приглашал в Цюрих. Мы с ним познакомились в Эмиратах у президента Эмиратов. Он там был, у меня фотографии прекрасные. Мы были с Горбачевым, вернее, Горбачев был с нами. Жила я в президентском номере. Мухаммеда посадили на 3-м этаже, а меня на верхнем. Когда я сказала, что это за безобразие, это мой муж, они сказали, no, but he is just one of us. He is just one of us. Yeah. Он просто один из нас. Неизбранный. Да. А я жила в президентском номере с охраной, лифт под охраной. Ну, Господь вас очень любит, Да. вас очень бережет. И Роже Гради там был. Да, и вот даже то, что вот
Да. Можно другой бы сокрушался. Ребятки, а потом в следующий раз мы сядем с вами за альбом, и я вам покажу, где мы с Рожа Гради, Да. где мы с президентом Хатами. Обязательно. Он такой радостный, держит мою книгу, и я такая счастливая. Мы потом все с вами посмотрим. Обязательно. Да. Все непременно. Валерия Михайловна, вот следующий немаловажный вопрос. Когда мы говорим о том, что вот когда-то Августин Блаженный сказал, что Священное Писание не учит тому, что будет на небе, но оно учит тому, как взойти на небо. Да. Да? Это правильно, Да. и очень красиво. И очень красиво, да. Вот правда ли, я вот тоже готовился немножко к этому интервью по поводу юмора, что вот однажды к пророку пришла одна какая-то пожилая женщина и сказала, смогу ли я попасть в рай, и пророк сказал, нет, ты не сможешь попасть в рай, потому что туда женщин в пожилом возрасте не принимают. Она была сокрушена, а потом выяснилось, что он имел в виду, что ей будет дано новое тело, молодое, и, так сказать, она тогда вознесется. Вот. Ребятки, когда сказки такие рассказывают, мне так интересно, да? Вот люди, вот помните, когда я была у Деброва на антропологии, он мне говорит, Валерий, ну вы такой умный человек, у вас божественное мышление, но неужели вы верите в эти картинки рая и ада? Я говорю, а как вы не понимаете, Дима, что как Всевышний может обратиться к скудному человеческому уму, чтобы показать, что там, в раю, будет очень хорошо. Да. Он дает через те реалии, вкус который человек познал. Точно. То есть, раз она девушка, она должна быть девственница, с большими грудями, с красивыми Гурия. глазами. Все это написано, Гурия. Да. Вы понимаете, если... И я говорю, и там, вы понимаете, он говорит о реалиях, которые мы вкусили. Да. И нам, наверное, нам очень больно будет жариться на сковородке, и мы, когда об этом только думаем, мы уже перестаем грешить. Я говорю, он дает просто... Но самое важное – это рефрен каждого стиха, то есть оконцовка. И дальше все разрушает Всевышний. А вообще... То, что вы там увидите, никакого отношения не имеет к тому, что вы познали и что-либо видели. Там будет нечто Неизреченное. неизреченное, то, что вы не испытанные. Неописуемое. Да, вы понимаете, там будет нечто такое. Вы понимаете, знаете, он вот Всевышний нам сначала дает вот эти чисто человеческие для того, чтобы познать, ах, как хорошо, иншаллах, так будет все. Да. А потом говорит, ну вообще-то, если ты умна, так ты же должна понимать, что там будет то, что у тебя об этом знания никакого нет. Ну что ж, уважаемые телезрители, наверное, вот на этой самой высокой ноте, духовной ноте, на звучании симфоничной просто, мы завершим первый блок программ с Валерией Пороховой, и мы попросим вас, Иман Валерий, пожалуйста, продолжить эти замечательные беседы. Иншаллах. Это была первая программа с Валерией Пороховой, специально для телеканала «Ингушетия. Территория согласия». Продолжайте смотреть. Следующая программа будет посвящена научным знакам в Коране и Суре.